Гостиница Родина. Так, ребят, вас много, поделитесь. Да. Все, что касается волонтерства, очень сложно какие-то цифры, да, привести, потому что волонтер, он приходит, опять же, без зарплаты, он приходит по зову души, и ротация постоянно происходит. Нас иногда много, это человек 20. Наша организация создана Константиновой Туярой Николаевной в 2022 году, в октябре. И мы сразу, как она бросила клич по всем соцсетям, откликнулись. В свободное время по госпиталям хожу, помогаю моим мальчикам, которые там лежат. Ну, они очень радуются, когда приходит бабушка. Я приношу в обязательном порядке пирожки, оладушки. Когда успеваю, где оладушки сделаю обязательно. Но пирожки каждый раз я приношу. Еще не видел паникующего бойца. Хотя обе ноги не имеет, да, руки. Там черепно-мозговая травма. Все как-то бодро чувствуют, ну, бойцовски, не паникуют. Вот меня очень радует. Пища самая простая и Да, полезная. да, вот она самая простая, но она полезная. Это ты правильно сказал, Петя. Я надеюсь, что нашу приготовленную еду примут наши бойцы с радостью и будут здоровы. Это вакуумная машина, которая наш сыр обезвоздушивает, в общем, чтобы не попадала туда разная бактерия, да, микроорганизмы, чтобы сохранился вот около месяца продукт в условиях там больницы, в любой температуре. Вот такое используют для мяса, для рыбы, для других продуктов. Нам это необходимо, потому что в некоторых наших госпиталях не пропускают еду в обычных пакетиках, да, и не берут вот, скоропортящиеся. Поэтому вот мы нашли такой выход. Наша организация создана Константиновой Туярой Николаевной в 2022 году, в октябре. И мы сразу, как она бросила клич по всем соцсетям, откликнулись. И вначале нас, конечно, было мало. Вот, в том числе Мария Семеновна с нами пришла. Вот, и в основном, да, вся надежда, опора – это наши бабушки. Вот, а мы можем, как работники, да, помогать только там по выходным, по праздникам, когда вот получается. Вот нас собирают в постпредстве, вот для нас специальное помещение, оборудование даже выделили. Вот, и мы тут дружно работаем, как по возможности. Ну вы сегодня после работы, да, подошли? У вас даже бейджи, Да. я вижу, не Да. успели снять. Я работаю сейчас на стенде Якутии в павильоне номер 75 «Россия» с декабря месяца, а павильон там работает стенд Якутии с 4 ноября. Посмотрите, здесь у нас священное дерево Аллукмас. Мы работаем посменно, вот, и по понедельникам выходной у нас, у всех гидов, стендистов на ВДНХ. И когда вот у меня выходной, да, 2 на 2 работаем, тогда получается вот прибежать, помочь, да. Но график там такой, что мы работаем прям с утра до 10 вечера. А волонтером я решила стать еще в 22 году, да, и в принципе я здесь живу в Москве с 2020 года. Ну вот такое вот призвание это больше, вот, работа на добровольных началах, да, потому что, ну, в жизни всякое бывает у людей, вот, и когда кому-то плохо, на стороне оставаться, вот, тоже не могу, потому что у меня у самой есть дети, и я как мать просто представляю, что ощущают другие мамы у себя там, зная, что их ребенок здесь болеет в госпитале, ничем не могут помочь, приехать. Вот, и всякие вот волнительные новости и так их пугают. Вот, поэтому как мать я понимаю. К кутиному супу, конечно же, мясо. Тоже разделили на 2 порции.
2 порции для 2 раненых бойцов из Якутии. А еще в госпиталь поедет рыба. Ее вместе с мясом дичи специально привезли в Москву из Якутии. Домашняя еда, продукты с родины. То, почему так скучали бойцы с передовой, доставляется в госпиталь день в день. Пока один волонтер на кухне, другие в магазине. Выбирают продукты и вещи для госпитального набора. Средства гигиены, душевые принадлежности, белье стоят первыми в списке. Бойцы также просят привезти сладости, делятся волонтеры, называют их маленькими радостями. Например, кофе, чай, влажные салфетки, печеньки, сладости, шоколадки. Все, что разрешается медиками в госпиталях. Бойцы из Якутии проходят лечение в разных госпиталях Москвы и области. Волонтеры из Саха пытаются помочь каждому. Часто раненым нужна просто поддержка и внимание. Вот по WhatsApp разгулялась фотография моего ребенка о том, что он погиб. Я его 10 дней искала, но все равно в сердце верила, что он жив. И каждый день писала: сына, привет. Ну вот сегодня первый снег пошел. Вот это вот произошло, да. И вот в один день он мне позвонил с незнакомого номера и говорит: мама, я жив. Хочу вот выразить благодарность Саха волонтерам, то, что они вот заботятся о наших сыновьях, братьев. Такое свободное время по госпиталям хожу, помогаю моим мальчикам, которые там лежат. Ну, они очень радуются, когда приходит бабушка, которая с ними разговаривает очень долго. И они все время говорят, мне благодарят: ой, я так сегодня доволен встречей, потому что наговорился на родном языке. Их окрыляет, когда человек заходит, разговаривает на якутском языке, и они привязываются еще. И до того, что привязываются, потом говорят: ой, мне так плохо, когда вы уходите. Я говорю: ну, я буду приходить к вам неделю один раз хотя бы. И один мальчик мне сказал: нет, лучше вы не чаще ходите, потому что после этого мне очень плохо становится, когда вы уходите. Прямо у него слезы идут из глаз. Ну, я говорю: я бабушка, я к вам как бабушка отношусь. Они вот очень долго лежат, ну, минимум 6 месяцев, и год, и еще больше. И вот поэтому они уже привыкают, и многие говорят: ой, приехала моя бабушка. И они своим тоже, вот, которые лежат, мальчикам говорят: это моя бабушка приехала. Ну, вообще я хочу сказать, что мы сахалар, мы не умеем говорить «я тебя люблю», «я забочусь о себе». Мы говорим «покушай». Да. И вот через это «покушай» мы выражаем свою заботу. Да, у Марии Семеновны вообще такая личная история. В прошлом году ее не стало ее сына. Чтобы, наверное, преодолеть эту боль, Мария Семеновна появилась сначала у нас. В каждом она видит сына, которого она потеряла. И она не может не проводить, она не может не покормить, она не может не пообщаться. Просто вот иногда любовь возвращается вот через потерю. Вот у нее такая история. И Мария Семеновна действительно, она уже, наверное, легенда нашего движения. Я даже не представляю, как мы бы были без нее. Ну, я постоянно хожу к своему земляку, парень, который лежит ампутированными ногами. Вот. И хожу, ну, как получается. Значит, неделю я обычно хожу 3-4 дня по разным госпиталям. Как могу по своему времени. Ну и кроме этого еще работа по встрече и провожанию бойцов, которые с СВО едут или наоборот, ну, в отпуск едет или из родины едет на фронт. Вот по времени, как получается, я тоже их встречаю. Кроме этого, мамы приезжают. Вот тоже, если есть время, я их встречаю. Я приношу в обязательном порядке пирожки бабушкины и оладушки. Когда успеваю, где оладушки сделаю обязательно, но пирожки каждый раз я приношу. Кроме этого, суп якутский,
Так, и караси. Ну, караси у нас сейчас отправляют уже в жареном виде, готовым. Это очень-очень хорошо, нам экономит время, потому что при доставке продуктов в госпиталь мы тратим 2 часа, 3 часа в одну сторону, потом еще ехать обратно домой надо. Мы в августе завели колл-центр, теперь у нас есть рабочий телефон, и в телеграм-канале мы постоянно в своих статусах публикуем этот номер. Через этот номер на нас выходят родственники, в основном это мамы, жены, братья, сестры. И таким образом мы информацию получаем из первых рук, а потом сверяемся с ИКЦ. Либо мы передаем информацию, либо они нам передают информацию. То есть если это такая взаимная командная работа, когда выстраивается, нас уточняют, кто выезжает, и мы сверяемся с списками, у нас появляется общая информация. Это такая кропотливая, ювелирная работа, потому что, опять же, изменения, они происходят каждый день. Кто-то выписывает, кто-то поступает, у кого-то перевод. Вот, поэтому это даже определенная такая поисковая волонтерская работа, да. Кроссовка, наушник, кимеха коммунарга ватта, Петрга, сеп-себа. Кроссовки, наушник Петру. Там мыло, там щетка, там все. Размер кроссовок уточнили? Вот Саха-волонтеров мы в августе отметили годовщину. Я чуть позже пришел, но в целом наша семья, сын имеет машину, супруга готовит. В первых порах готовили мы сами, в общем-то. В последнее время вот уже централизованно готовят. Я вот езжу по госпиталям. Недавно я стал почетным ветераном Московской области, поэтому всегда пропускают беспрепятственно. Поэтому я в самые далекие госпиталя езжу. Балашиха, который сегодня собираюсь я 2 воинам. Везем продукты, супруга оладьи приготовила, и еще книги. И одному парню, там кроссовки, наушник. В госпитальном наборе полотенце, мочалка, салфетки. На этот раз даже есть строганина, печень жеребячая. Иногда бывает жареная рыба, вареное мясо. В общем, ребята всегда довольны якутской едой. Поэтому мы стараемся. Саха-волонтер собирает центр здесь централизованно эти продукты питания. Там бывает некоторые воины приезжают вообще без ничего, они в трусах. Поэтому у нас у Саха-волонтере есть определенные деньги, небольшие. А у единых координационном центре есть деньги у них, поэтому одежду, прочее, они готовят. Сейчас мы должны зайти, забрать, и провианты, и сын подъезжает, поедем сразу. Часа 2,5-3 езды туда, в этом госпитале. До свидания. Илья, зайди, тут вещей много. Когда начали это волонтерское движение, мне сказали, что земляк приехал с Ближского района, да, можешь туда сходить. Мне сказали, что ты волонтером пойдешь. Я все взял, приготовили дома всякие, я туда поехал, и все началось, волонтерское движение, автоматически так. С тех пор я уже скромно посчитаю, около 21. А еще 2 сегодня добавляю. Сегодня, которые еду, это новые они. Это, опять же, огромный труд наших жителей нашей республики, которые, практически, если мы получили 9 тонн продуктов за эти 1,5 года, представьте, сколько у нас волонтеров в республике, именно те, кто оказывает гуманитарную продуктовую помощь. Я бы хотела, пользуясь случаем, опять же, передать большое, огромное спасибо всем матерям. В основном это отвлекаются матери, сестры, семьи военнослужащих СВО. Им огромное спасибо. И географии, допустим, мы собираем один пакет: кобяйские караси, амгинские, земляника, мегино-кангаласская говядина, жеребятина из Чурапчи, допустим, и вся география якутская, жиганская ряпушка, его можно увидеть здесь. Пирожки. Тут тоже рыба. Тут рыба.
пирожки. Продукты у нас отправляют мясо, рыбу, все отправляют с Якутии. Я сама ездила в Якутию в декабре и привезла с собой, благодаря Мегино-Кангаласскому району, 58 килограмм продуктов с собой привезла. Отправляют нам волонтеры Диадоровы, это комитет семей защитников Отечества. Через них очень большой груз к нам поступает. Все вот это мы потом здесь на месте мы делаем пирожки, делаем оладушки, ну, пироги делаем, пироги рыбные, пироги сладкие, да, и потом развозим. Когда мы приходим в палату, мы же делимся со всеми. Это же не только один человек, да, Коша, угощается. И вся Россия удивляется, какая же у вас такая большая душа, как же вы любите своих. В Московской области, в центральной области вот, ничего не отправляют своим, ну, покушать я имею в виду, да, вкусняшки. А вот 8000 километров, может, секрет в этом может быть. И целебности наших продуктов. У нас вареное мясо, в Агату мы приготовили, пожарили рыбу, в панировке там просто мука, соль, перец по вкусу. И еще яйцо, еще соленая рыба, копченая рыба. Мы это будем упаковывать, будем делать морс. Вот рыбу нагреем. Вот все, что касается волонтерства, очень сложно цифры, да, привести, потому что, во-первых, это волонтер, он приходит, опять же, без зарплаты, он приходит по зову души, и ротация постоянно происходит. Нас иногда много это человек 20. Это для нас такое стабильное множество, да. Но в основном это 3, 4, 5 человек, которые выделяют время, находят какие-то в графике свои свободные время и личное время они посвящают ребятам. Не могу сказать, что нас супер много, и не могу сказать, что нас совсем 0, но скачки от 5 до 20, вот как-то так. Но большой позитив – это у нас приезжают из Якутии волонтеры. Волонтеры Агату, вот нам дали небольшую передышку, в выходные мы отдохнули, в пятницу, в понедельник, вот сегодня они нас замещают, и это просто здорово. Жаркое будем делать. Готовые блюда. Студент АГАТУ Петр мастерски справляется с ножом. В его руках готовая оленина. Еще в Якутске перед вылетом ребята расфасовали ее по пакетам и заморозили. В Москве мясо погрузили в кипяток, добавили специи. И вот основное блюдо почти готово. Осталось только макароны добавить. Я надеюсь, что нашу приготовленную еду примут наши бойцы с радостью и будут здоровы. Свою доброту, честность, как мы их бережем и уважаем за их поступки. Вот это ты вкладываешь? Да. Всего для раненых бойцов волонтеры Агату привезли 60 килограммов продуктов. Помимо мяса, это рыба разных сортов и брусника для морса. Продукты собирали всей республикой. Мы приехали с Агату, то есть с Питерского государственного агротехнологического университета. Нас трое, я и двое студентов. Мы с собой привезли с Агату полуфабрикаты, то есть сушеное мясо, рыба вяленая, сушеная, копченая и вареное мясо. Ингредиенты рыбу, например, карась с Чураптинского улуса, Мегино-Кангаласского, Кобяйского, а эти дичь, то есть утка, гуси Нижнеколымского и чирс тоже Нижнеколымского улуса. Это отправили жители из всех районов Якутии, чтобы поддержать наших бойцов. Сегодня на кухне было жарко. Якутяне приготовили почти 15 порций горячих блюд и закусок. Уже завтра они развезут их по военным госпиталям Москвы. Для госпиталя самое то. Им как раз нужна наша якутская пища. Почему? Потому что наша пища, она очень калорийная, очень сытная, вкусная. А вот была я в ДНР, там 10 месяцев, да, мы все страдали по нашей, как говорится, якутской пище. А когда наши раненые солдаты вот поедят вот именно нашу пищу,
они быстрее выздоравливают. У них, как вам сказать, настроение поднимается. В каком смысле? Они знают, что наши земляки помнят о них. Это желают, чтобы побыстрее выздоровели и возвращались здоровыми, невредимыми домой. Морс, так это вообще, это, знаете, от всех невзгод. Так что для здоровья наших ребят это самое то. Да, да, вот она самая простая, но она полезная. Это ты правильно сказал, Петя. Волонтеры АГАТУ уверены, что якутские блюда помогут раненым бойцам быстрее восстановиться и набраться сил. Все же вкус родного края и забота земляков работают лучше таблеток. Разделываю, кладу порционно, чтобы им было удобно кушать в госпитале. А сегодня только прилетели, несколько часов назад, и сразу сюда приехали. Ну, нас отправили как волонтера, вот. Мы же помогаем. Нас всех это касается, поэтому очень важно помогать, поддерживать, чтобы они знали, что мы поддерживаем их и ждем. И хотелось бы, чтобы было больше, особенно от представителей муниципалитетов, улусов, которые владеют точной информацией по оказанию, по мерам поддержки. Ребятам непосредственно нужна, вот в разных улусах есть разные меры поддержки. Вот ИКЦ, например, обеспечивает информацию по федеральным группам, региональным, а в улусах еще есть дополнительные бонусы, о которых ребята могут не знать. Поэтому важно, чтобы представители улусов не забывали о своих ребятах. Я веду, как раз отвечаю за финансовую часть, как казначей. Ну, у нас поступило вот эти за 1,5 года, мы получили 2 миллиона рублей. Я сделала 1 миллион с копейками переводов волонтерам на возмещение, да? А остальное ушло на закуп, получается. Ну, наверное, последняя выплата, которая меня очень сильно удивила, да, это вот нам боец. Когда бойцы отправляют переводы, это вообще какое-то, это отдельное чувство, когда ребята говорят, это для наших ребят, которые вот лечатся. Вот сейчас мы ведем сбор на футболки к 23 февраля. Они непростые, там фирменные, с логотипом Саха-волонтера. Почему-то это важно, оказывается, для ребят с флагом Якутии. Парень, который лечится в Якутске, ранен, отправил 23 тысячи к 23 февраля. Вот такой символизм. Какими-то мы живем периодами, когда в ожидании победы, скорее всего, мы так работаем. Очень тяжело было, не ходить даже не мог. Сейчас видите, какое состояние, я даже смеюсь, радуюсь. Они ощущают эту поддержку, и это дает им силы выздоравливать. Тепло, любовь, оно как солнечный свет. Делает все живым, помогает росточку прорастать, а нашим ребятам помогает выздоравливать. Это правда. Ну, чтобы мир стал светлее, чтобы мир стал добрее. Вот. Это твой вклад, да, такой? Да. Ну, не только мой вклад, а наш общий. Но сейчас мы вовлекаем активно школьников. У нас появился проект «Саха-волонтеры дети». И он такой милый на самом деле, когда дети отправляют игрушки, дети отправляют раненым сладости, дети пишут письма. Вот это, наверное, самое ценное сейчас